Холод в домах и незаконченный капитальный ремонт. С этим столкнулись жители дома по улице Полина Осипенко, 8/5 в Якутске. Управляющая компания должна была закончить все работы еще до 9 сентября, но ВОЗ и ныне там. Олеся Ларчук продолжит. Гнилые полы, протекающая канализация, вода под домом. В таких условиях живут многодетные семьи в домах по улице Полина Осипенко города Якутска. Жильцы дома Полина Осипенко, 8/5, обещанный ремонт управляющей компании ждали целый год. Хотели изначально ее сами утеплить, но когда начали глобально смотреть, оказалось, что она не в очень-то уж в хорошем состоянии. Да? Я начала писать заявки, нам разрешение дали. Вот начался ремонт. По графику он у них должен был начаться вообще 20 июля и закончиться 9 сентября. Но ремонт не завершен. И это не единственный проблемный случай в промышленном округе. В соседнем деревянном доме проблемы с утеплением и канализацией. Вроде отопление дали, но все равно дома по полу очень сильно сифонит. Никто ничего не делает. За свой счет у нас просто нету таких финансов, чтобы сделать за свой счет утепление полов и стен. В управляющей компании промышленные жильцы интересовались, когда их дома будут готовы к зиме. В доме 8/4 ремонт обещали сделать в самые ближайшие сроки. У нас план мероприятий уже есть. У нас специально 2 человека. Они все заново там сделают. А в каких сроках? Потому что Это будет до четверга той недели. ко 2 октября многодетная семья уже не должна мерзнуть в собственной квартире. Однако капитальным ремонтом соседнего дома 8/5 занимается другая фирма. Мы хотели сами исполнять этот капремонт, но, к сожалению, там выполняла другая компания. Я не знаю, там тендер проходил, потому что нас никто не приглашал на этот тендер, мы в нем не участвовали, даже и не знали об этом. Там выполняла какая-то фирма «Аврора». После многочисленных попыток мы дозвонились директору управляющей компании «Аврора». По ее словам, они не могут закончить ремонт только по одной причине. Центральная канализационная труба течет, и исправить это должны работники управляющей компании «Промышленной». И заявки подавала я, и вот Елена Николаевна подавала, еще женщина. Бежит с той стороны, под первым подъездом. Не ее стояк канализационная, а он там бежит. Мы только откачали вечером, уехали, назад и приехали, опять вода. Встреча руководителей управляющих компаний и жильцов дала свой результат. Коммунальные предприятия пошли друг другу навстречу и дали слово завершить ремонт ко 2 октября. Новости столицы будут следить за развитием событий. Олеся Ларчук, Василий Слепцов, Егор Никифоров. Новости столицы.